Читаем российскую газету от 26 июля 2017 года под номером 163. Статья «Запретный плод». Роспотребнадзор за полгода снял с реализации из-за различных нарушений более 390 тонн плодоовощной продукции. При этом более 80% – это импортные товары. Всего в первом полугодии 2017 по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям служба исследовала свыше 93 тысяч проб плодоовощной продукции. Из них не соответствует нормативам по содержанию химических примесей 0,6%. По импорту этот показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам 2,9%. Как рассказали российской газете в Роспотребнадзоре, под нарушением санитарно-химических нормативов чаще всего скрывается содержание нитратов. По микробиологическим показателям не соответствует нормативам 2,9% продукции. При этом чаще всего испорченными оказались импортные плоды и ягоды 5,1%. При несоответствии продукции микробиологическим требованиям на плодах и в овощах находят бактерии, кишечную палочку и другие микробы. Например, об этом может свидетельствовать то, что фрукты и овощи продаются уже с порчей, пояснили в службе. Это, в принципе, основные претензии, если мы говорим о лабораторных исследованиях. А также могут сниматься с реализации фрукты и овощи, если мы обнаруживаем большие партии без сопроводительных документов, которые подтверждают страну происхождения и безопасность продукции, пояснили в ведомстве. Товар может оказаться с гнильцой и ненамеренно. Банально, импортные фрукты, овощи и ягоды дольше добираются до потребителя, и в пути товар может испортиться. То, что производится в России, до покупателя доезжает гораздо быстрее и является свежей продукцией, отмечает заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Павел Грудинин. При перевозке отечественной продукции качественные показатели не ухудшаются, и поэтому наша продукция более полезная. Импорт должен пройти не только транспорт, но и еще и хранение. А при транспортировке могут быть разные катаклизмы. Например, машину остановили на таможне, и пока она стоит, качество товара ухудшается, указывает он. Впрочем, среди импортеров встречаются и недобросовестные участники рынка. Компании, которые ввозят продукцию, не всегда честны, подчеркивает Павел Грудинин. Они пытаются сэкономить, в том числе и на транспорте, на хранение, возят продукцию в неприспособленных автомобилях, не выдерживают температурный режим, затягивают сроки хранения и реализации плодоовощной продукции. Соответственно, качество овощей, фруктов и ягод стремительно ухудшается, поэтому импортной продукции больше и снимают, резюмирует собеседник российской газеты. Статью подготовила Елена Березина. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.